Ягня забитая годная принять моц и богатие, и мудрость, и силу, и пошану, и хвалу, и благословление. Яму хвала на веки вечные. Подчас этой святой мши молюся за Яна з нагоди дня народження, просячи Божого благословлення, опеки Найсвятейшей Панны Марии, здоровья души и тела. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту Найсвятейшую охрану. Споведаюся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми думаю, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Над нами, Пане, смилуйся. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся. Над нами, Христе, смилуйся. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвала на вершинях Богу, а на землі спокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Пане Боже, Владыко небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный,
Боже, Воронко Божий, Сині Айца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сидиш права рук Айца, змилуйся над нами. О, тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Айца. Амен. Амен. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты все пожадал обновить у Своим наимилейшим Сыне, Володомусу свету, ученикам усестворений, вызволены из неволи и греху, служи во доверие безгонца и Тебе прославляла, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей и благодарностью едности Духа Святого, Бог празусе, яки вечные. Amen. Читання другої книги Самуїля. У ті дні усі племена Ізраїля прийшли до Давіда у Хеброн і сказали: «Вось ми, кость твоя і тіло твоє. І вчора, і яще давні, коли Саул панував над нами, ти був проводиром Ізраїлю. І сказав пан тобі: ти будеш пасти народ мой Ізраїля, і ти будеш керівником Ізраїля. І прийшли всі старішини Ізраїля у Хеброн. І король Давид заключив з ними заповіт у Хеброні перед паном, і намастили Давида на короля Ізраїля. В это слово Божие. З радостью пойдем у дом Пана Бога. З радостью пойдем у дом Пана Бога. Узрадуйся, яко ливне сказали, пойдем у дом Пана. Пусть стоят наши ноги в брамах Твоих, Иерусалим. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Туда заходят с поколений Пана, как погоды свечения Израиля прославлять имя Пана. Там стоят судовые троны дому Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Читание послания святого апостола Павла до Колосяну. Брати, ми дякуємо Богу і Отцу,
які паклікаў нас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле, які вызваліў нас з-пад улады цемры і прывёў у валадарства умілаванага Сына Свайго, у якім мы маем адкупленне і адпушчэнне грахоў. Ён з'яўляецца вобразам нябачнага Бога, першародным сярод усякага стварэння, бо ў ім было створана ўсё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і нябачнае, ці троны, ці панаванні, ці начальствы, ці улады, усё праз яго і для яго створана. Ён ёсць раней за ўсё, і ўсё трымаецца ў ім. Ён галава цела, гэта значыць касцёла. Ён пачатак, першародны з мёртвых, каб ён ва ўсім меў першынство. Бо спадабалася Айцу, каб у ім жыла ўся паўната, і каб праз яго прымірыць з сабою ўсё, і зямное, і нябеснае, усталяваўшы мір праз кроў ягонага крыжа. Гэта Слова Божие. Дзякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословенный той, кто приходит у имя Пана. Благословенное владарство и царство Давида, якое надиходит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия Павла Луки. Слава Тебе, Пане. Калі укрыжавалі Езуса, людзі стаялі і глядзелі. Насміхаліся з Езуса разам з народам і кіраўнікі, кажучы, іншых ратаваў, няхай уратуе сябе самога, калі ён Месія выбраны Богам. Таксама і жаўнеры здзекаваліся з яго, падыходзілі і падносілі яму воцат, кажучы, калі ты кароль юдэйскі, уратуй сябе самога. І быў над ім надпіс: гэта кароль юдэйскі. Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы, ты Месія, уратуй сябе і нас. А другі ў адказ дакараў яго і казаў, ты нават Бога не баішся, хоць і сам асуджаны на тое самае. Мы асуджаныя справядліва, бо за тое, што зрабілі, атрымліваем. Ён жа нічога благога не зрабіў. І сказаў: Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Езус адказаў яму: сапраўды кажу табе, сёння ж будзеш са мной у раі. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Маем сегодня сказать про трансцендентность Бога. Такое понятие. Я сказал, что оно означает то, что мы верим, але недосягально, не можем этого дотронуться, не можем доказать, что есть, але мы верим. И Бог, как нам это в якийсь способ уладить, и костел послуговывается разными титулами. Например, Бога называя Айцом. Каждый из нас мая батьку, залежить, який эта батька есть. Батька добрый, то доброму Бога вспоминаем. Батька древний у нас был, не виконував, може, своїх обов'язків, може, десь имел якісь слабості у житті. Так ми древню батьку розуміємо. І розуміємо древне поняття Бога Айцом. Оце так чоловік бере. Сьогодні маємо таке зрозуміння Ісуса Христа, володаря світу, чили король. Так само, глядячи на історію володарів, які опанували, були такі тирани, що люди їх боялися. Были такие, что жили только и выключно для себя, утискали народ, были готовы продать полгосударства. Главное, как взбогатиться, как жить в достатку, не зважали на бедность людей. Але так само и были такие, например, как король Давид, которые ставали напереди войска
і ішли як перші воювати, перші своє життя наражаючи, перші показуючи, що можна змагатися і перемогти. Були такі, так само, як Соломон, який був обдарований мудрістю особистою від Пана Бога, мудрий. Були справедливі королі, які справедливо вміли розсуждати, і можна різні добрі якості виміняти володару сусвіта різних. Сьогодні ми говоримо про Ісуса Христа як володара сусвіту. Його на володарство не закликається, що він сидить на таким троні, як я, під час мягеньким, пригожим. Може, що там подограється, та яку машину, коли зимою ходить, мороз сідає, включаємо раз подогрів, як там тепленько було приємно. Нам ще, а коли жарко, включаємо кліматизацію, щоб нам було холодніше. Ні, це не такі трони, які ми собі представляємо, на які ми хотіли, ні один з нас би хотів сісти. Троном Ісуса Христа, ми знаємо, що з'являється. Але я припоминаю, що говорю, це криш, звичайний криш, на яким Ісус Христос віддає своє життя. Чого хто примусив не добровольно, цілком ахвярує самого себе. І коли ми сьогодні читаємо, у крижуванні Ісуса посадили його на його трон. При їм стали люди. Не ті, які йому кланялися, бо боялися, що своє життя втратять, не ті, які приходили у ласку, як його ласкавили, не ті, які хотіли своїм кар'єри істи все вище і вище, не ті, які хотіли доставати добрі якісь місця праці. Ні. Ми сьогодні чуємо, що при троні Ісуса Христа зібралися, написано у Євангелії поводле Луки, люди стояли і глядели. І над этими сьогодні 3 словами ми будемо розважати подчас сказання. Люди – це натовп. Натовп може пойти у розмін напрямку. Там, де натовп пойде, там він говорить, що це добре. Наприклад, натовп може сказати, або, як ми сьогодні, було літо, середина дня, ми пішли у центр города і пішли там, де продають мороженое. Посмотрите, там очередь такая стоит. 150 человек. Подумали бы, о, тут доброе мороженое продают. Чему? Не тому, что нам кто-то сказал, а не тому, что стоят 150 человек. Люди ж не просто так стоят в такой великой черте. Ну и мы становимся 151-е и стоим 4 годины, 4 годины нашего життя, как посмаковать, что мы как 5 хвилин мороженое, какое-то смачное его. А там метров 20 от нас такая самая лядярная стоит, и такое самое мороженое продают. А либо не станем туда, скажем, что мы ошиблись? Нет, люди там стоят, то значит, люди не ошиблись. Значит, и мы туда повинны пойти и стать, как в этой черте стоят. Это Иосиф натовп, має його сьогодні прикриження, він стоїть так само при Ісусі Христі. Або, наприклад, хтось тобі сказав, там, де натовп, там і добре. Як я часами буваю у Польщі на реколекціях, часами буваю в таку пору, як літо, і десь там близько моря, ну, коли маю час, то загляну на это море. Уга, жаркий день. Идешь по пляжу. Нема где ноги поставить. Думаешь, як тут люди могут загорать? Метров 100 далее. Пустота! Такий самий песок. Не знаю, может вода горячейшая. Может люди иначе загорают. Может другие промени солнца падают. Может люди летние, чернейшие отсюда выходят. Может, заправды, густость песка другая. Может, вода чистейшая. Я не знаю. Ну, то же самое, как Балтик. Это один той самый, 100 метров, ничего не дружится. Они все лежат там, где натовп. Бо коли я пойду там, где хтось дурак якийсь, мы все тут говорим, там. Не, так не скажет никто. Только что человек, который идет, говорит, нет, тут это, тут наилепшее место. И еще можно кого-то там утиснуть и будет говорить, мне неудобно, не отпочиваю. А тут, где все, и мне такие довольные. Тут так само говорю натовп возле крыжа Иисуса Христа. Тут, где все, неважно, чья, чи так все думають, але я прийшов разом з гэтим натовпом, каб бути у гэтым месцы. Мы читали, это один кілометр натовпу, там, где я, там все. Але натовп ще з'являється тим, що чоловіка може накерувати. Наприклад, хтось мені буде говорити, що я добрий чоловік. Я это начну принимать, я потом поверю, что я добрый человек, и что я должен быть спокойный, я радостный, что я присимпатичный, добре за мной розмовляється. І коли це древна якость, добра якость, але древна якость виявляється у тим, що хтось мною може зманіпулювати і сказати, що я добрий чоловік, як я не звертав увагу тим, хто поступає древно.
яны ўжо мною управляюць, уже сказать, тады я, калі які зманіпулёваны чалавек, скажу, так, ён дрэнна поступае, але я не скажу яму, што ён дрэнна поступае, бо калі скажу, што яму што дрэнна поступае, ён перастане стаць мне добрым чалавекам. Одно за одно, натоўп. Это натоўп, ён так умее укерункаваць чалавека, якім я хочу, каб такім ён быў. Например, как я был добрым святаром и завжди я до вас. Это добре, якось добре. А я так само чоловік, я можу здороватися час от часу. Так само якось людська. Я бы не хотел бы, может, здаться такое, коли придвигаешься справа или не важно. И треба будет кого-то поставить на ровно, как он стоял, как и шел добрым направлением. Ну, треба будет сказать просто. Именно потому, что я добрый, я повинен буду показать, что кто-то идет, это мое покликание. А не так само, это с добра для этого человека. Как он свой лёс не згубил, отошел до святости. Это другие упрамок натоўпу. Третий напрамок натоўпу. Это то, я пробачте, сказать такий приклад. Хтось бы сказал, что, альбо мы скажем, еем быть дрэнна. Пробачте такий приклад, просто я на такий пришел. Еем быть дрэнна. Дрэнный человек, ну да, конечно, когда он афишуется, когда он показывает, когда он там своей другой половинкой, с партнером, не знаю, с кем партнеркой, как это называть, ходит там, здесь афишуется, это дрэнное. Да. И мы все сразу скритиковали. Али, когда эта Рагея собрала 150 таких самых. И здесь у медиа сказали, а посеред них добрые люди. Добрые. Допомагають, мають добрую працю, вообще знали, какие люди. Ну, вы начали думать, мы уже не такие дрянные, вы нам сказали, что там и добрые люди есть. Вже в якийсь спосіб ми почали вірити у те, що це грех, ми почали вірити, що це не грех, а добро. Це натовп. І він у такий спосіб може нас накерувати. І ми вельми часто в этом натовпе можем пойти бездумно, та и эти люди. Некоторым из них, которые стояли, пришли, сказали, что это якісь подвальчик, то есть святые сборы, а говорили, еще то есть, люди пошли, поверили, манипулировали. И которые говорили, что ты добрый, пошли сами поглядишь, забивают зло. И так само пошли. И шмат людей шло и глядело. Другое слово. Это стояли. Люди были под крыжу, а они еще там стояли. Стоять – это ситуация, позиция верности. Я ничего не роблю. А человек скажет так, я себе не изменю. Я такий, мой батька такий, дед такий, прадед, прапрапрадед, прадед. Все у меня такие были. Як я себе изменю? Нема шанс. Я на месте. Мне лепей быть таким, яким я есть. Я бы не хотел себя изменять. Бо все, я коли треба висунув, як Боже, колючки, а коли треба їх сховати, то мені погладити. Такі способи. Ну і такі, як не пасує. А треба було змінити. А мені не удастся. І вже не хочу з цим працювати. Не хочу зміняти своє життя. Не хочу ні на який спосіб бути лепшим, досконалим, щось змінити. Не хочу вийти з болота, принаймні стоїть пошли, принаймні бабунька стояла. Не хочу. Еще несколько раз дыхнет, никто не под этим болотом. Али мог бы вывести, али нет. Ему там приемно быть таким. Часами человек такие стоячи в своей нестоте, указывает, какие бедные, какие дрянные. Это такие стою на месте, как мне все хвалили, как мне все жалели, как показали, какие дрянные. Альбо что мне всего не хватает. И робится такая, не знаю, что с этим человеком, чего погладить, чего бить, что он покажет. И наступная речь – глядели. Люди стояли и глядели. Чи глядеть – это дрянная речь, это вельми добрая. Али глядеть, углядаться, можно забачить дрянную якость. Коли мы приходим на якусь працу вельми добрую, мы на початок на этой праці все хвалим. Працу хвалим, директора хвалим, працовников, с якими працуем, хвалим. А в певному моменті, коли ми на них углядаємося за шмат, ми починаємо бачити їх дрянної якості. І ми вже не зауважаємо то, що ця праця добра, приносить нам добру майовість, що більш-менш добрі люди, але ми зауважаємо то, що дрянне, і починаємо вчитися, углядаючися тільки дрянних речей. Або глядеть як. Так, як глядели, хто керівники глядели і насміхалися з Ісуса Христа. Або жовнери глядели и здзекаваліся з Ісуса Христа. Так само глядели, есть люди, які стоять, здзекаються і насміхаються. Насміхатися можна з чого? З християнства. Как я хотел переворот християнства.
Чи я бы что, заатакаваў хрысціянаў, звычайных людзей, якія ходзяць у касцёл? Не. То мы з'яўляемся пешкамі. Я бы хацеў заатакаваць, калі б хацеў хрысціянца заатакаваць, так як гэта ў сённяшнім свеце чытаць. У нас тут, у Беларусі, у России насмехваюцца з батюшак, у анекдотах, у КВН, со ўсяго. Это вот так это хрысціянства. Мы так, может, это смеемся. Есть телепередачи, якія там кагосьці насміхоўваюцца, і люди сидять, глядят. И там сидит три человеки, и каждый что-то говорит, думая, как найлепей сказать, кто смеялся. И каждый говорит сказ, и все смеются. Которые не разберутся, что смеется, не то, что смеется. Ха-ха-ха. Альбо, например, поедем за мяжу, поедем в Польшу, там насмеховывается святого. В анекдотах, у КВНах, у кабаретах, так, по-польски можно сказать. И там на первом месте хочешь высмеять, хочешь атаковать христианство, атакуй то, что мощное. Как уничтожить, как забить. Вот тут как жаунеры стоят и насмеховываются. С боскости, коли ты, сын Божий, сойди с крыжа. Покажи, ты Мессия, слава. Висите другим родом так само, тоже подловил, ему болить, подловил жар. Мало того, что болеть, что треба шукать Пана Бога, и ты тоже нас меня уратуй. Правда, наска, много не требовало. Много не требовало. А либо ты, сестры, маем туда как добрую якость сённяшняй Евангелии. Вельмі добрую якость. И этой доброй якостью является добрый лот, его называем. А я скажу, злый и добрый лот одинаково. Чому злый? Бо до своего зла признається, висячи на крижі, розпочинає споглядатися, коли той другий на його наракає, вибав себе і мене. Другий говорить, пам'ятаємо, що навіть Бога ти не боїшся, хоч маєш таку самую кару. І тут Господь, ми, осуджені справедливо, отрымливаем належные за наши учинки. Ён же ничего древнего не зробив. Але чи гэта ему послужило збавлению? Нет. Не это. Ему послужило збавление у Евангелии паводле Луки единый раз. И это имя сапраўднае выклучыць з вуст гэтага лотва древнага, які висит на крыжы, які просит прабачэння. И говорит гэтае слово. Езу. Нема больше Евангелия этих слов. Есть Езу, сыну Давида, выйдущий надо мною, Пане Боже, всех погон, за какие-то створил небо и землю, птушка, солнце, луну, все, что есть, одари нас потребными ласками. Нет. Он говорит звичайное имя. Езу. Улітуйся надо мною. Чому? Бо коли я говорю якийсь титул, то я этого человека хочу зашаховать. Можно трохи заманипулировать. Показать, я ведаю кім, але дзякуючы таму, што я ведаю, ты мне дапамажы. А гэты чалавек гэтага не ўжывае. Ён ведае, што Езус Христос, сын Давіда. Але гаворыць, Езу, звычайнае імя. Узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валавацтва. Як моцныя словы. Калі мы прыходзім да ісповедзі, там мы спавядаемся у кого у Бога, які ёсць айцом. Мы не спавядаемся у святара. Мы не святару говорим про грехи. Калі мы звяртаемся падчас ісповедзі, як да айца, які хоча прабачыць нам грехи, там мы атрымоўваем прабачэнне. Мы атрымоўваем сапраўднае прабачэнне. І тут гэтае сапраўднае імя Езуса дапамагло гэтаму чалавеку пачуць гэтае слово, яке ён пачуў. Чым іначай. Распачынаем за тыдзень час адванту, прыгожы час. І можа, варта сабе задаць пытанне, чыя у жыцці да мужа, альбо муж, чыя у жыцці да жонкі не з'яўляюся валадаром. Чыя, можа, маю уже такую корону, што боюся пакланіць, каб яна не ўпала, дакупаць, а потом цяжка падняцца. А цяжка ее будзе падняць, яшчэ параніць мяне. Так ёсць. Па-першае, чыя з'яўляюся чалавекам, чыя з'яўляюся у натоўпе, які ідзе і бездумна, а можа чалавекам, які шукае Пана Бога. Чыя сапраўды прыняў паставу і стаю на месте, чыя буду хацець развівацца, бо у гэтаму есть адвант. Каб я, можа, зрабіў невялікую пастанову і пробаваў яе вытрымаць, каб пробаваў адказаць на сваё пытанне,
Чи для меня сапраўды з'яўляецца Бог валадаром? Чи я з'яўляюсь валадаром не только для своих родных, а и для Бога? Хотел бы, как было по-моему. И по-третье, как угледваючися на другого человека, на того, якого мы уже познали, может, на того, за яким мы уже живем 30 годов, и в суженстве, и детей, как мы не бачили древних речей, мы уже за много углядаемся в речи непотребные. Але как мы просто разумели, что это нам потребно для добра, и пробовали зауважить больше добрых якостей у человека, які есть посеред нас. И как дякуючи этому, мы могли сказать: Езу, узгадай на меня, коли прийдеш в свое владарство. И Езус отказал ему: сапраўды кажу тебе, сегодня будешь со мной у раи. Аминь. Веру единого Бога, а не ставьте Творителя неба и земли, всякого башного и небашного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими верой, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжован для самого нас, при Понтском Пилате, был замучен и похоронен, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Раз Иисуса Христа, владарству свету, який нас збавил и покликал до своего владарства, доверим Богу в молитве просьбы Костела и всего свету, молимся за святый Костел, как Он вел людей до владарства Христа, где панует едность и любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все народы, які переживают трагедию, войну, ненависти, как они открыли свое сердце на пробачение и любовь в имя Христа, владара спокойно. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто перед обличием терпения и зла сгубил веру в Божию милосердность, как они отримались утешения у крыжованного и воскресного Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Яна с нагоды дня народжения, просячи за его Божьего благословения, опеки святейшей Панны Марии, здоровья души и тела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных каля Тарабана, как мы, глядячи на тяжкости, умели заховать мощную веру, надею и любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Творитель неба и земли, Ты хочешь всех людей собрать в своем владарстве любови, выслухай молитвы Твоего Костола и учени, как мы племно содейничали поширению Твоего владарства в свете. Прав Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 150. Thank you.
Твою и вашу як вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само наградись нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, my składamy Tobie chwiału, pojednanie i примирения, покорно Тебе просим, как Твой Сын одарил нас, все народы едностью и покоем, яки живей и благодарить на веки вечные. Аминь. Аминь с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце вы, Узносим нигде Пана. подякуем Пану Богу нашему. Бога это ли справедливо? За правды Бога это несправедливо, слушно и избавительно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, всемогутny, wieczny Boże, Ty swojego jedynorodnego Syna, Pana naszego Jezusa Chrysta, namastиваем радости на вечного святора и Владара сусвету, как Он завершил таямницу откупления человечего роду, ах, веруючи самого себе на алтари крижа, як беззаганную охвяру принярения, как принял под свою владу все створения и передал без конца величи Твоей, вечное и повсюдное владарство, владарство правды и жития, владарство святости и ласки, владарство справедливости, любови и супокою тому, с ангелами, архангелами и всеми святыми мы обещаем Твою хвалу. Разом зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословленный Той, кто видел имя Пана, благословленный Той, кто видел имя Пана, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Правда Boża, Ty święty, krynicą wszelakej świętości, temu jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, враз Христа просим Ciebie, всемогутный Боже. Освяти крытые дары ростовы Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа, и Он, коли добровольно, вydał siebie na muki, uziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Jarite i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znał Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: Jarite i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu,
Niechaj za was i za mnogich będzie prolita dzienia odpuszczenia grzechów. Geta. Czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Śmierć zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любови, разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто власти Твоєї одійшов з этого світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Про Христа с Христом и у Христе, Тобie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, вся ваша и хвала, разум Ciebie и вечная. Amen. Молимся, Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, а поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei, przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое владарство и будь слава навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosím, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twoją wolą, a darycie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Wyrażajcie bliźniom znak supokoju. Пускай
Ось баранок Божий, пусть той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, как ти вийшов до мені, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Номер 139. Номер 158.
нашу, співай йому, мою нашу, перемогли, мою нашу. Молимся. Pan Bóg, jaki wola, niebiesny Ojcze, Ty nasycił nas chlebem i dajesz życie wieczne. Uczyni, aby my z radością byli posłuchane Chrystu Wolodarzu świetu i wieczne żyli Ci u niebiesnym wolodarstwie, jak Ci żywie i wolodarić na wieki wieczny. Amen. 24 listopada w poniedziałek wspominają świętych muczeników Andrzeja, Duklaka, Świętara i Popleczników. 25 wspomniał świętej Kateryny Aleksandryjskiej Panny i muczenicy. Wraz wieś miesiąc listopadu 18:20 modlił się na różańcy zapamiętnych wypisanych u wypamiętkach. U następną niedzielę 30 listopada u pierwszą niedzielę Adwentu odbędzie błogosławienia w latach na wigilijny stół. 21 sierpnia w czwartą niedzielę Adwentu w naszej parafii odbędzie tradycyjna parafialna wigilijny kiermasz za chłopczą deczynnego udziału. 29 listopada rozpocznie nowennę перед урочистостью беззаганного зачаття Найсвятейшей Panny Марии, яку будем отзначать 8 снежного понеділок. Сьогоднішні збори ахвяровання предназначені на потреби духовної семінарії, адорація Пана Єсуса в Найсвятейшем Сакраменті кожен день від 14 до 19. Дякую мужчинам нашої парафії і не тільки з нашої за учорашній суботник і наш при працях при огороджі від сторони Гашкевича, а так само від сторони Євроопта і допомога порядку на території будови. Нехай добрий милосердний Пан вам буде узнагородою. Дякую за ахвярование на будову, за супольную ритуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы. Можно набывать новый номер часописа Аве Мария, коли ласка, читаем, распознаем, доверяемся и направляем свое життя. Помолимся за тих, хто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, з добродіїв передавців нашої парафії, а так само в нових добродіїв будівництва санктуарі Божої милосердності. А так само помолимся за Яна з нагодою дня народження і кожного з нас подивікувати Божої Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, наши потребы, не погордай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас совсюди. Панна, хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас повергай, Сыну Своему нас зарушай, Сыну Своему нас отдавай. Сегодня за прочитание акту отдания роду людского Найсвятейшему сердцу Иисуса можно отрывать отпуск под звычайными условиями, warunками, czyli wystąpić do komunii сегодня albo w ближайшем czasie, помолиться в империи Святого Отца и отпуск можно отрывать albo za samego siebie żywego obdarowania kar, grzechów, prawin, a tak samo albo za одного kogoś pomiernego. O Jezu, najmilejszy Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь на tych, kto pokorno schyляется do podnóża Twojego ołtarza. Твоя властность и Тебе належит. Сегодня каждый из нас щиро отдается Найсвятейшему сердцу Твоему, как еще вот з'єднаться с Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими, змилуйся над одними и другими, о Jezu najłaskawiejszy, i przytuliwszy ich do świętego serca swojego. Благодаром будь нам, о Jezu, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, які Тебе покинули. Запомажи, как верные души, вернулись все мы в отцовский дом,
и не скинули от нестачи и голоду. Будь володаром для тих, хто помилково чи праз незгоду отлучився от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как будто настала одна учарня и один пастырь. А бери костел Твой бесчестную свободу и дай всем народам все покой и сгоду. Учеников на всей земле от края до края один возносился голос. Хвала Божьему Сыну, Якое пришло до нас славление, Яму хвала и пошана на веки. Аминь. Добре, що ви єсть, що приходиться за неділю пригожий час, адвантура рад. Прийміть Боже благословення вам з вами. и духа Твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло Шатана і інших злих духов, які нас Богу душнують во світі. Номер 5.